Андрей Савич, здравствуйте. Ага, здорово. Сегодня, 28 января, в туристическом комплексе Орто-Дойду у Марианны и Петра Андреевых, встретившись с вами, невозможно задать вам несколько вопросов. И первый – это ваше впечатление об этом событии. Ну, во-первых, то, что название этой встречи «Гастрономический театр», конечно, для меня, человека театра, очень даже любопытно. Хотя вот Петр Николаевич Андреев, организатор этого мероприятия, он говорит, что гастрономический театр это везде и всюду есть, только в данном случае он связан с театром Аланхо. И это для меня еще вдвойне очень важно, поскольку театр Аланхо начинает разворачивать такую большую деятельность не только в плане спектаклей, не только в плане каких-то вот участия на каких-то мероприятиях, как ГСЭХ Аланхо, но еще и доходит до простого такого человека, даже через гастрономический театр. И то, что здесь отличительная черта этого события, то, что после такого очень подробного, интересного, такого почти точно я назвал, правда, театрального представления блюд якутского народа, разнообразных блюд, очень вкусных. После этого идет исполнение Аланхо, артистами театра Аланхо. Вот мне говорят, уже второе событие. И для меня вот человек, который, ну как бы сказать, очень много времени посвящает такому возрождению, такому расширению Аланхо, среды Аланхо. Среда, очень же важная среда. И я вот сидел и слушал Аланхасута, Василису Баланову, актрису театра Аланхо, и вглядывался в лица людей, которые слушают. И еще раз убедился, что каждый раз исполнение Аланхо это историческое событие. Ну, бывают исторические события куда крупнее, конечно, да, революции, там, войны, какие-то события политические, такие, истории страны и так далее. Но для мальчика, который сидел вот на первом ряду, для него это событие огромное, потому что он входит в такой мир Аланхо, этот метафизику Аланхо, метаистория Аланхо. И для него это событие впервые происходит. Я это вижу по его глазам. И главное, он один раз выходил, я думал, что неужели уйдет? Нет, он вернулся и до конца выслушал это. И, естественно, для каждого, кто сидел тоже во время этого исполнения, для них это запомнится на всю жизнь. И не говоря уже о том, что организацию такого гастрономического театра, он дает такой повод не только для того, чтобы очень вкусно вкушать блюда народа Саха, но еще и включаться в такой мир, откуда возникли эти блюда. И в этом нашем эпосе Аланхо, во многих Аланхо, очень подробно, интересно, еще раз говорю, правда, очень театрально подаются разнообразные блюда, рассказывается, как богатыри эти блюда вкушают, как готовится кумыс, как готовится мясо, там разные там саламат и так далее. Поэтому эта идея очень правильная, это правильно сделали. Я даже думаю о том, что надо будет и продолжать театр Аланхо. Я знаю, что с Петром Андреевичем и с театром Аланхо, вот с Орто-Дойду, с комплексом таким туристическим подписан договор, и это должно продолжаться. Поэтому я с удовольствием, сам уже свидетель, приглашаю всех, кто это увидит, кто увидит рекламу этого гастрономического театра, приглашаю посетить это интереснейшее, очень важное для культуры, для духовной сферы мероприятий. Андрей Савич, еще хотелось бы у вас узнать, вы, наверное, все равно следите за работой нашего Министерства культуры и духовного развития, да, и, возможно, вот с высоты своего опыта руководства, какую, может быть, ну не оценку, да, а в целом ваше мнение
по итогам последних лет? Ну вот я только что посетил школу в Актемской средней школе, и там был министр культуры Афанасий Иванович Ноев. И для меня тоже вот очень было интересно, когда, опять же, театр Аланхо, актрисы театра Аланхо поставили с учениками тоже Аланхо, но уже совершенно современные, современными костюмами, даже вот очень похоже на «Аватар» такими костюмами. Ребята с огромным таким удовольствием говорят на чистом таком языке Аланхо, это древний же язык, и в то же время очень по-современному танцуют, современному трактуют. И то, что Афанасий Иванович Ноев, вот, в связи с тем, что глава республики объявил этот год годом детства, вот Афанасий Иванович, министр культуры, объявил этот год годом детского театрального аж искусства. И это очень правильно считаю, потому что в театре развивается воображение. Вот говорят о том, что миром правят деньги, идеи, говорят, знаки, символы правят. На самом деле миром, человеком правит воображение. И молодой человек, совершенно еще школьник, когда он входит в мир театра, где очень важно довообразить мир этот, особенно в наше время, когда происходят такие вот, виртуализируется весь мир, виртуальная такой, изобразительная такой сторона нашего мира очень усиливается. В это время участие школьников в театре, тем более, что это как бы указ Путина есть, президента России, о том, что школьные театры должны развиваться. Поэтому вот в этом плане политика Министерства культуры и министр культуры, недавно он назначенный, мне думается, очень правильную и очень нацеленную, перспективную цель поставил перед театрами. И очень важно, чтобы с ребятами работали профессионалы. Вот я являюсь генеральным директором Института геокультурного развития. Я дал задание своим сотрудникам, чтобы обучили актеров педагогики, чтобы актеры пошли в школы и там создавали вот эти кружки, театры, школьные театры. И ваше мнение очень хотелось бы услышать, Андрей Савич, по поводу вообще вот и современного якутского театра, и современного якутского кино, которое у нас набирает обороты, и за ним, вот, как говорят, очень широкие перспективы. Ну, это очень большой вопрос, поэтому, кратко говоря, вот культура республики, вот, начиная вот где-то первых лет 20 века, потихоньку как бы разворачивалась в разных жанрах. Например, ну, понятно, что впервые наши писатели вышли в начале, вот и Кулаковский, Платон Аюнский, Алампа Сафронов и другие наши выдающиеся великие писатели. Потом у нас в культуре вышли где-то вот 60-е годы, 50-60-е годы живопись, изобразительное искусство. И графика, и Мунхалов, и Осипов, и Валериан Васильев. А потом, значит, у нас поднялся в 80-е годы, 90-е годы театр. Театр дошел аж до Америки, до Латинской Америки, до Азии, до Европы. А последние годы развернулось такой вот кинобум, говорят. Говорят, кинобум, называют это феноменом якутского киноискусства. И это тоже закономерно, потому что уже в 90-е годы, когда наш первый президент принял решение создать Сахафильм, это было беспрецедентное решение. Но мы помогали, чтобы деятели культуры помогали, пытались поддержать эту идею. Но тогда еще, в те годы, когда аж Мосфильм и Ленфильм, они находились в таком плачевном состоянии. В это время у нас открывался Сахафильм. Потом мы отправили ребят учиться в вузы Москвы, Санкт-Петербурга. И это, конечно, дало такой мощный импульс, опору дало. И то, что наш кинобум, это не только таланты наших кинорежиссеров, артистов, сценаристов, но еще и вот оно было подготовлено. Почва была подготовлена, кадры были подготовлены. Поэтому в этом плане, конечно,
Очень надеемся, что, как вот говорит глава нашей республики, что наше кино уже является известным в мире. На многих фестивалях побеждает. А главное, когда будет построен, по решению главы построен павильон, то, конечно, кино еще больше, база появится, мощная база. На Дальнем Востоке это будет единственная такая мощная база, и это тоже даст новый импульс для развития киноискусства. И хотелось бы узнать ваше мнение. Вот на ваш взгляд, Андрей Савич, сегодня, да, вот в новых условиях развития страны, республики, какие меры, решения, может быть, шаги должны или могли бы предпринять власти нашей республики и общество для того, чтобы культура развивалась и для того, чтобы были шире возможности для развития духовности и сохранения и развития якутского языка? Ну вот года два тому назад вышел указ президента России о сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей. Казалось бы, фраза такая звучит. Всегда мы и сохраняли, и укрепляли, и развивали ценности духовно-нравственные. Но на сегодня это острая необходимость. Я это всегда говорю, наши духовно-нравственные ценности, наши. Поскольку за последние 30 лет, после распада Советского Союза, наши идеалы, наши ценности, они достаточно трансформировались под влиянием европейской ценности, западных ценностей. В этом, с одной стороны, ничего плохого нет. Это открывается миру наша культура, и культура народа Саха, и республики, и России. Но с другой стороны, мы за это время в российском масштабе, не якутском масштабе, не в масштабе республики, в российском масштабе много наши ценности, они как-то, так скажем так, потерпели такую некоторую диффузию. Некоторая ржавчина появилась в результате такого общения, вхождения в культуру России западноевропейской ценности. Поэтому этот указ, который был издан, он очень-очень своевременный. Но в республике у нас, слава богу, так получилось, что наши главные традиционные ценности, именно о традиционных ценностях идет разговор, они, конечно же, за последние 30 лет они выпистовывались и поддерживались и первым президентом, и другими нашими руководителями. И особенно сейчас, когда опять поднимается эта тема серьезно, то Арсений Сергеевич Николаев, он, приняв решение о строительстве артистического центра эпоса и искусств, как раз нацеливает на то, чтобы мы, сохраняя, укрепляя наши традиционные ценности, которые и в эпосе, и в искусстве, и в культуре, в то же время мы как бы расширяли пространство нашей культуры. И когда даже такие он говорит во многих своих выступлениях, и особенно послании, когда он говорил, что мы можем доминировать в культуре в арктических регионах планеты. Это правда, это так оно и есть, потому что как раз-то востребованные те традиционные ценности, которые мы сохранили, они сейчас так востребованы, как воздух, как чистый воздух, как чистая вода. Поэтому в этом направлении надо действовать, работать, и совет организован в этом направлении, и указ подготовлен, указ главы республики в этом по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Спасибо большое.